Работаем в этом направлении, и даже нам часто задают вопросы и спрашивают, а зачем вам это нужно, а зачем вы помогаете преступникам, они не изменятся, зачем вам это надо? Помогите инвалидам. Да, лучше помогите лицам с инвалидностью, лучше помогите каким-то там другим уязвимым группам, зачем вам помогать преступникам? В нашем обществе есть, скажем, можно сказать, такая двойная дискриминация, да, по признаку пола. Вот ты женщина, ты совершила преступление, какая-то негодяйка, преступница. Высший заключенный не обязан сообщать работодателю о том, что он ранее судим, что он отбывал, скажем, наказание в местах лишения свободы. Об этом говорится в статье 210 Кодекса исполнения уголовных наказаний. За исключением некоторых случаев, например, обслуживания материальных и денежных ценностей, работа с детьми, работа в правоохранительных органах. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии подкастов «Три медведя». Меня зовут Зибута Джибаева, и сегодня мы будем говорить о том, с какими проблемами сталкиваются люди, отбывшие наказание в местах лишения свободы. Решаются ли эти проблемы и как решаются? Этот выпуск поддержан представительством Европейского Союза в Таджикистане, и именно Евросоюз совместно с Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии поддержали проект улучшение доступа к социальным, экономическим и культурным правам осужденных и бывших осужденных в Таджикистане. Проект был реализован общественной организацией Бюро по правам человека и соблюдению законности и DVV International в Таджикистане. DVV International – это институт по международному сотрудничеству немецкой ассоциации образования взрослых. У нас в гостях сегодня директор Бюро по правам человека и соблюдению законности Наргиз Закирова. Здравствуйте, Наргиз. Здравствуйте. И директор DVV International в Таджикистане Зарина Халикова. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Что из себя представляет проект улучшения доступа к социальным, экономическим и культурным правам осужденных и бывших осужденных в Таджикистане? В общих чертах, коротко. Сам проект, он реализуется еще одной организацией. Нас в проекте трое. 3 равноценных партнера. Это наша организация, это организация, которую представляет Наргиз, и это организация Джахун, которую возглавляет Шахло и Абдунабизода. Шахло выполняет компонент, организация Джахун выполняет компонент по внутри учреждения, по образовательным мероприятиям, которые внутри учреждения. Наргиз организация выполняет большой компонент, связанный с бывшими заключенными, то есть вне учреждения. Наша организация является таким мостиком между Евросоюзом и Министерством экономического развития Германии для того, чтобы привлекать финансирование, решать какие-то стратегические вопросы, разрабатывать планы. Этот проект является уже третьим, профинансированным со стороны этих 2 доноров. Я думаю, что без финансирования этих проектов проект бы не был реализован. Сам проект, последний проект, уже закончился в марте, и мы надеемся на будущее финансирование, потому что сейчас есть объявление со стороны Евросоюза участвовать в конкурсе на продолжение данной деятельности. И что вы делаете в рамках этого проекта? В рамках этого проекта самое основное – это образовательный компонент. DVV International работает в сфере образования взрослых. Работает по всему миру, более чем 40 стран мира, и головной офис у нас находится в Германии. Весь проект расписан, исходя из миссии всех наших организаций. Это образование, это права человека, это доступ к различным сферам по социальным направлениям. Получается, 3 разных проекта было со стороны Евросоюза поддержано, но почти они все были исходящие один из другого. Первый проект был больше направлен на то, чтобы мы работали в женской колонии. В основном в тот момент именно гендерные вопросы, как и сейчас, это очень важно, и остро стоит эта проблема. Условия содержания женщин не соответствовали благоприятным, скажем так, потому что для женщин все равно нужно сделать более условия такие, что обязательно должен быть врач, включая врача общего профиля, также женский врач внутри колонии.
Или такие условия, которые необходимы каждый месяц женщине, потому что в силу физиологических особенностей женщины должны быть такие условия, чтобы она могла нормально существовать внутри колонии. Плюс ни одного рабочего места. Тогда и возникла идея, что мы можем помочь женщинам, сидя в колонии, в закрытом учреждении, зарабатывать и обучаться чему-то, чтобы потом достойную жизнь они вели, выйдя из колонии. Сама цель проекта была такая, чтобы все люди, которые сидят в закрытом учреждении, максимально не возвращались туда-обратно. И во втором проекте мы уже добавили мужскую колонию с такой же целью. И в третьем проекте мы в основном работали над тем, чтобы на национальном уровне институализировать какие-то вещи, чтобы без нас, без проектов что-то осталось устойчивее. Да, что касается нашего компонента, у нас 4 правовых центра во всех регионах республики, в административных центрах республики расположены. Это город Душанбе, это Худжанд, это Бухтар и это Харок. То есть это те регионы, где у нас имеются филиалы, и вот на базе этих филиалов мы открыли правовые приемные по оказанию правовой помощи бывшим заключенным. Кроме того, в наших приемных работают как юристы, так и социальные работники. То есть мы бывшим заключенным оказываем правовую помощь, и при необходимости наши социальные работники сопровождают их по каким-то вопросам, по которым они нуждаются, и в те учреждения, в которые они могут обратиться за социальной помощью. В основном к нам обращаются для получения национального паспорта, так как есть определенные проблемы в этом направлении, либо они просят сопроводить их в какие-то отдельные государственные органы. Это что касается на уровне сервиса, да, мы делаем. Также мы стараемся в рамках наших проектов на системном уровне тоже менять ситуацию. Мы очень тесно работаем с Министерством юстиции, с ГУИН по подготовке каких-то, скажем, программ, документов, и мы в этом принимаем самое активное участие. Получение документов – это один из компонентов, да, который вы оказываете. Да. Также есть еще проблемы, с которыми сталкиваются бывшие осужденные. Это трудоустройство. На самом деле проблем очень много у бывших заключенных. Это и вопросы, связанные с трудоустройством, это вопросы, связанные с жильем, это вопросы, связанные со стигмой и дискриминацией после освобождения, да, это психологические проблемы, это медицинские проблемы. То есть здесь целый комплекс проблем, с которыми они сталкиваются после освобождения. Но три главных, это вот это вы сейчас назвали. Да. Это паспорта, это документы, это трудоустройство, это жилье. По всем нашим исследованиям, которые были сделаны, вот это вот три вещи, которые персонально каждый приходит. Часто консультации именно на эту тему бывают. А верно ли мнение, что для социума люди, которые отбыли наказание в местах лишения свободы, они становятся невидимки для общества? Я бы не стала так называть этих людей, даже образно, потому что это те люди, которые после освобождения сталкиваются с огромным количеством проблем, о которых я уже неоднократно говорила. Если этого человека ждет любящая семья, если этого человека поддерживает семья, то, конечно же, ему легче адаптироваться и легче реабилитироваться, да, и, скажем, легче реабилитироваться и вернуться в новую жизнь. Ресоциализироваться. Да, ресоциализироваться. Если у этого человека нет, скажем, такой поддержки, нет любящей семьи, то, конечно же, он сталкивается с огромными проблемами. Одна из главных проблем – это проблема, скажем, стигмы и дискриминация, да. Общество не принимает таких людей, и как раз-таки они их считают, да, невидимками, они их считают в большинстве своем. Я не могу утверждать, что все так считают, но в большинстве своем, к сожалению, общество считает их людьми второго сорта, и мы уже на протяжении долгих лет работаем в этом направлении, и даже нам часто задают вопросы и спрашивают, а зачем вам это нужно, а зачем вы помогаете преступникам, они не изменятся, зачем вам это надо? Помогите инвалидам. Да, лучше помогите лицам с инвалидностью, лучше помогите каким-то другим уязвимым группам, зачем вам помогать преступникам? И в этот момент на ум приходит только одна такая пословица, и я часто ее озвучиваю и всегда говорю: от сумы и тюрьмы не зарекайся, да? Никто не знает, что ждет каждого из нас завтра, послезавтра. Поэтому мы очень часто в свой адрес слышим эти вопросы, и приходится вот так как-то отвечать и объяснять людям, что это не совсем правильно. Кстати, ты говорила о том, что зачем? Да, зачем вам это нужно? А зачем это нужно Евросоюзу и
Министерства экономического развития. Да, Германии. Эти две организации, они работают по межправительственному соглашению между нашими странами. Получается, что в межправительственных соглашениях это такие рамочные условия, где написано, что они будут сотрудничать и развивать такие государства, как наши. Зачем? Почему они развивают наше государство? Есть более глобальные рамочные условия, например, ЦУР. Если вы слышали, это цель устойчивого развития. И подчиняясь этим целям, и наша страна, и другие страны должны выполнять и как-то приближать другие страны к тому уровню жизни, который есть в развитых странах. Каждая из этих организаций делает анализ. Например, Евросоюз 6 лет один раз разрабатывает свою стратегию с индикаторами, смотрит на нужды государства. Каждый год или в год 2 раза в связи с пандемией собирают общественные организации, другие слои населения для того, чтобы обсудить проблемы, которые есть в государстве. Среди них, конечно, были озвучены и эти. В том, что в очень старом состоянии находятся тюремные наши помещения, и что достаточно большой пласт во всем бывшем Советском Союзе, может быть, и в некоторых странах Азии, еще на других континентах очень большое количество людей в силу нашего законодательства находятся в закрытых учреждениях. И из-за этого эту проблему надо решать. Уже это становится не меньшинство, уже на них надо обращать внимание. Поэтому и Министерство экономического развития, и Евросоюз, исходя из своих планов, исходя из своих программ, они делят эти деньги между государством, общественными организациями и помогают в целом населению Таджикистана решать какие-то проблемы, которые были озвучены внутри их исследований. Наргиз, вы всем помогаете? Или есть какие-то критерии, например, за особо тяжкие преступления, там, например, убийство? Нет, мы помогаем всем без исключения. Даже если человек ранее совершил преступление, каким бы оно тяжким ни было, нас это уже не касается. То есть человек получил наказание, он отбыл, в местах лишения свободы определенный срок, и после того, как нам люди обращаются, мы помогаем всем без исключения. То есть эти люди не должно общество продолжать наказывать после того, как человек вышел из мест лишения свободы. То есть он уже получил свое наказание, поэтому у нас нет такого, что мы тебе помогаем, а тебе не помогаем, потому что ранее ты совершил такое, тяжкое преступление. Человек совершил преступление, человек получил наказание, человек отбыл, определенный срок в местах лишения свободы. И мы наоборот, наша миссия заключается в том, чтобы помогать этим людям для того, чтобы они вернулись в социум, вернулись в нормальную жизнь. А кому легче помогать, мужчинам или женщинам? Кто чаще обращается? В наши приемные чаще обращаются мужчины. Это нас радует, это говорит о том, что женщинам меньше совершаются преступления, они меньше бывают в местах лишения свободы. Из 19 тюрем или этих учреждений, которые у нас есть, закрытых учреждений, одно только женское. Поймите, сколько женщин получается в закрытом учреждении, сколько мужчин. То есть больше пласт – это мужчины, и они, наверное, из силы этого больше обращений. Но самое главное – уже, если бы они кому-то нет сказали, этот мотивированный человек уже после наказания пришел к ним, то зачем бегать искать бенефициаров или людей, которые хотят обратиться, если уже пришел мотивированный человек? Ему стоит столько усилий, чтобы перешагнуть порог правовой приемной и сказать «я вот такой-то» и открыть свой статус чужим людям. Это не каждый сделает, не каждый бывший заключенный открывается так спокойно и говорит, я вот такой-то, помогите мне. Уже этот человек мотивирован, значит, он хочет измениться. Это уже первый шаг к тому, что он не хочет возвращаться в свою прошлую жизнь. Но с другой стороны, возможно, женщины тоже меньше обращаются в наши приемные по той причине, что они не хотят раскрывать свой статус. Мы понимаем, что в нашем обществе есть, можно сказать, такая двойная дискриминация, по признаку пола. Вот ты женщина, ты совершила преступление, какая-то негодяйка, преступница. Там начинаются серьезные проблемы в семье. Женщина не хочет, чтобы потом на нее, указывали пальцем, что вот какая она нехороший человек, она совершила преступление, она побывала в местах лишения свободы. И по признаку пола. И этим людям, женщинам, я так думаю, что сложнее вообще возвращаться в нормальную жизнь, возвращаться в социум, опять-таки по этим
причинам, потому что семьи не принимают, мужья бросают, там, детей забирают, разводятся, когда женщины находятся еще в местах лишения свободы. Выписывают из жилья. Из жилья, да. И, конечно, женщинам намного сложнее, и, возможно, это одна из причин, почему женщины к нам меньше обращаются. С одной стороны, да, мы рады, что как бы в местах лишения свободы они находятся в меньшем количестве, но с другой стороны, возможно, вот это и есть причина, по которым они меньше как бы обращаются в наши приемные. Ну, представьте, что, например, город Харок, маленький город, все друг друга знают. Либо Бухтар, да, город Бухтар, Худжанд. Все друг друга знают, маленькие города, и, соответственно, они как бы беспокоятся о своей репутации, и не все хотят, чтобы люди как бы знали, что... Но работать, я так думаю, что легче с мужчинами, потому что, как показывает наш опыт, даже вот в рамках нашего проекта у нас была такая возможность обучать их в центрах обучения взрослых при Министерстве труда, созданные, и там как бы есть возможность получать дополнительные профессии. Мужчины, которым мы предлагаем, скажем, такую услугу, они с удовольствием как бы соглашаются, они идут обучаются. У нас даже был один клиент, который, наверное, 2 или 3 профессии освоил, то есть он завершил одну профессию, он тут же попросил, можно я, говорит, еще вот обучусь там на слесаря, на электрика. Ну и на тот момент у нас была такая возможность, мы как бы были рады помочь ему. Что касается женщин, у нас вот в Душанбинском офисе был такой опыт, когда как бы 2 женщины согласились, мы договорились, мы оплатили, но в какой-то момент они перестали ходить, и наш социальный работник просто не смог до них дозвониться, и мы поняли, что им это просто неинтересно. Возможно, были какие-то жизненные ситуации, но как бы вот такие ситуации тоже у нас бывают, с этим мы тоже сталкиваемся. И еще, вот, наверное, женщины, извини, перебью, женщины, наверное, которые находятся в большинстве своем в закрытом учреждении, они не очень высокого уровня образования, недостаточно у них информации вообще, что происходит в мире, как это все продвигается. И вот этот уровень образования мы поставили самой глобальной как бы проблемой, чтобы помочь им адаптироваться в этом мире. А человеку, у которого не очень высокий уровень образования, может легко попасть в чью-то ловушку. Его легко можно обвести вокруг пальца. И она дальше будет думать, и ей скажут, зачем тебе вот эта учеба или что-то такое, время сейчас тратить, и потом эти 500 сомон или сколько-то, это копейки, показывают другую дорогу, где она может больше и быстрее заработать. И многие на это идут. Но в то же время вот среди наших клиенток есть женщины, которые обращались в наши приемные, получили нашу поддержку, но, может, об этом чуть позже мы можем поговорить, о социальном предпринимательстве, да. Достаточно успешно как бы ведут сейчас свой бизнес. Это Адмия в Сагдийской области, это еще одна наша клиентка, которая в Бухтаре открыла свой салон. Это в Хадженте тоже есть у нас одна клиентка, которая тоже занимается кройкой и шитья и обучает, причем женщин из числа бывших заключенных. То есть, ситуации разные бывают на самом деле. Как узнают они о вас? В самом начале они узнают это еще в закрытом учреждении. У нас там работает НПО «Джахон». Все коллеги, которые работают в этой организации, проводят там различные тренинги. У них есть связь с Центром обучения взрослых. Они приглашают профессиональных преподавателей по каким-то курсам профессиональным, чтобы их подготовить. Там же мы даем им свидетельство государственного образца. Кстати, это очень важно, что руководство этой системы пошло на то, чтобы не ставить печать, что это свидетельство государственного образца получено в колонии. И они выходят, как будто они обучились, и этот документ они взяли уже за пределами колонии. Там нет печати колонии, там есть только печать Министерства труда. Наши коллеги из НПО «Джахон», они проводят там разные образовательные курсы по личностному росту, по психологическим каким-то навыкам. Например, среди них такие темы, как найти работу, как подготовить свой CV, который без этого сейчас работу не найти, как пользоваться телефонами. Потому что, сидя там, технологии очень быстро меняются, а у них нет доступа к телефонам. И вот даже когда мы первый раз пришли туда, они не знали, что такое тачскрин. Не пользовались, они не знают, они там сидят. Как раз этот период был, когда последние 5-6 лет это стало сильно развиваться.
А те, женщины, которые вынуждены сидеть 12 лет, 18 лет, 25, они вообще не знают, как этим пользоваться, и не знают, как это вообще выглядит. То есть человек выходит, совершенно попадает в новый мир. Новые измерения практически попадает. А сарафанное радио работает? Да, конечно. Как они нас узнают? В нашем случае, да, с одной стороны, наш партнер распространяет эту информацию, находясь в колонии. Сарафанное радио, безусловно, работает. И также мы очень тесно работаем с различными государственными органами на местах, и они у нас очень налажена такая хорошая работа, как перенаправление. То есть местных хукумат власти перенаправляют к нам, даже уже паспортные столы также к нам перенаправляют. То есть бывший заключенный обращается для того, чтобы получить паспорт, но там есть определенные процедуры, там нужно собрать пакет документов, необходимо оплатить эту государственную пошлину. И зачастую у наших клиентов нет такой возможности, поэтому для того, чтобы облегчить этим же людям, как говорится, их жизнь, они к нам перенаправляют, и тут уже с ними работают наши социальные работники, помогают им собрать документы, мы оплачиваем госпошлину, и наши же социальные работники сопровождают их до паспортного стола, сдают документы, и спустя какое-то время эти люди получают национальные паспорта. Я могу еще сделать добавочку здесь. В первом проекте у нас очень много усилий было направлено на то, чтобы информировать все структуры, государственные и негосударственные, которые в этой сфере заняты. Мы собирали их, наверное, в течение 2 лет до 9-10 раз. Я думаю, каждые 2-3 месяца мы собирались и рассказывали друг другу, вместе с ними делали свои планы, чтобы они были в курсе, чтобы они знали, что происходит. Они давали нам советы. Туда входило Министерство образования, Министерство обороны, участковые милиционеры со своими структурами, потому что бывшие заключенные, к ним приходят в первую очередь там регистрироваться. Туда входило Министерство труда со своими структурами, центрами обучения взрослых, агентством занятости населения, Минюст со своими правовыми центрами. Как раз там начинался раскручиваться проект по созданию правовых центров для населения, бесплатные правовые приемные. И эти правовые приемные, тогда их было 12, сейчас стало их 30 с чем-то уже. Они тоже знают о нас, и они тоже сотрудничают. И эти все структуры, которые сейчас работают, привыкли к тому, что этот проект идет, и мы помогаем, и они тоже помогают со своей стороны, кто чем может. И во втором проекте создали дорожную карту, когда НПО «Джахон» уже заключенным, которые готовятся к освобождению, последние 6 месяцев раздавал эту дорожную карту со всеми телефонами, адресами, кому можно обратиться, по каким вопросам, и государственных органов, и там были негосударственные отдельные эти брошюры по медицинским вопросам отдельно, по социальным и так далее. Сколько было человек охвачено этим проектом последним? За 2 года мы приняли 1200 бывших заключенных. То есть всем этим людям была оказана помощь со стороны наших юристов и социальных работников. Чаще всего это все-таки вопросы паспортов. Да. И это вопросы, связанные с трудоустройством. Чаще всего это вопросы, связанные с паспортами. И когда мы говорим о получении паспортов, тут возникает еще одна такая проблема, на которую я хотела бы обратить ваше внимание. Это вопросы, связанные с жильем, это вопросы, связанные с пропиской. Да, потому что тут обычному человеку нет жилья, да. А нет прописки, нет паспорта, нет паспорта, нет прописки. Абсолютно верно. Я тоже хотела сказать, нет паспорта, нет прописки, нет прописки, нет паспорта. И получается замкнутый круг. На самом деле определенная категория бывших заключенных после освобождения, то есть когда они выходят на свободу, им реально некуда идти, им негде жить по разным причинам, да. Там семья не принимает, бывший супруг, бывшая супруга продали жилье, уехали, да, из Таджикистана. И этим людям реально негде прописаться. И в таком случае мы бессильны, потому что это система. Наши социальные работники иногда помогают им прописаться в каких-то общежитиях, у знакомых, у себя могут прописать, но это не решение проблемы, да, то есть эта проблема должна решаться на системном уровне. И поэтому на различном уровне, на различных мероприятиях мы эту проблему неоднократно поднимали и продолжаем поднимать, и говорим о том, что для этой категории граждан нужно придумать такой механизм, как временная прописка. То есть этих людей нужно хотя бы временно где-то прописывать. Например, если не ошибаюсь, в Казахстане есть такая практика, такую категорию граждан временно прописывают при мэриях, при местных хукуматах власти.
И я думаю, что нашему государству, тем государственным органам, которые отвечают вот за этот компонент, они, конечно, должны продумать этот механизм. А также у нас нет временных приютов. Это тоже очень важно. То есть люди выходят, и им практически негде жить. Ну, некуда идти. Переночевать негде. Даже негде переночевать. Поэтому было бы здорово, если бы у нас были созданы какие-то временные приюты для того, чтобы этот человек, ну, какие-то там, может быть, 2-3 месяца, полгода мог бы там жить, решать какие-то свои проблемы, там, скажем, трудоустроиться, решить проблему с паспортом и тому подобное. Это очень серьезная проблема, мы об этом неоднократно говорили, продолжаем говорить, и как-то вот эту проблему нужно решать на системном. Кстати, Главным управлением уголовного наказания была инициирована стратегия реформирования системы исполнения уголовного наказания, и она принята в 2020 году. При содействии, вот инициатива была Главного управления уголовного наказания, это структура подразделения Минюста, получается, инициатива была вот Минюста. Ее тогда же приняли, к ней принят план реализации, и сейчас разработана отдельно по пунктам плана реализации программа по профессиональному обучению и трудоустройству бывших заключенных. Вот она еще не принята. Да, заключенных и бывших заключенных в том числе. Да. Смотрите, если вопрос встает с трудоустройством, какую помощь вы оказываете? Ваш социальный работник работает с потенциальными работодателями, либо как-то еще, потому что хорошо с паспортом вы еще можете, да, там как-то решить, помочь. А вот что с трудоустройством? Это же тоже важная проблема. Что касается вопросов трудоустройства, очень еще одна достаточно серьезная проблема, с которой сталкиваются бывшие заключенные. Что касается нашей помощи, к сожалению, мы в этом вопросе им особо сильно помочь не можем, потому что у нас как бы... Это не наша миссия. Это не наша миссия. Мы образовательный проект, который пытаемся с этой стороны помочь людям. Чем выше его образование, тем быстрее он найдет работу. Тем больше навыков у него есть, тем быстрее он пригодится в этом обществе. И первое, что мы делаем внутри проекта, это в закрытом учреждении мы пытаемся поставить такое современное оборудование, чтобы они научились на нем работать. Они там же получают свои профессиональные какие-то навыки. Это швейные машинки, это какие-то станки. Для мужчин это современные виды там, сварки или что-то такое, чтобы можно было, не учась долго на краткосрочных курсах, уже получить профессию и, выйдя, показав свой навык, он уже найдет место работы. Или даже самозанятостью занявшись, этот человек будет зарабатывать. Так как наш проект образовательный, Наргиз говорит, к сожалению, мы не можем помочь, мы вот с этой стороны пытаемся помочь. Но, кстати, был компонент работы с работодателями. Да. Не каждый работодатель счастлив получить такого сотрудника с таким бэкграундом, с такой историей жизни. И получается, что работодателей мы не можем же заставить, да, возьмите их на работу, но мы их стыкуем по возможности на разных информационных сессиях. Да, вот можно теперь я тоже пару слов скажу. По данному вопросу, на самом деле, проблема очень остро стоит, и когда бывший заключенный идет, трудоустраивается, скажем, в коммерческие организации, чаще всего они обращаются за работой в коммерческие организации, тоже государственные органы достаточно редко не обращаются, то тут такая ситуация. Сейчас пошла такая мода, почему-то все и государственные органы, насколько я знаю, и коммерческие организации требуют справку о несудимости. Странно, да? Да, и в таком случае, как бы, когда человек предоставляет, бывший заключенный предоставляет справку о несудимости, и работодатель видит, что да, он был ранее судим, и узнает о том, что человек буквально недавно был освобожден из мест лишения свободы, он ему отказывает в трудоустройстве. Либо бывает случай, когда работодатель не требует справку о несудимости, человек трудоустраивается, а потом на каком-то этапе он узнает, что этот человек ранее был судим, он отбывал... То есть он находился в заключении, буквально недавно он освободился. И в таком случае тоже находят разные причины для того, чтобы человека уволить по разным причинам. Хотя высший заключенный не обязан сообщать работодателю о том, что он ранее судим, что он отбывал, скажем, наказание в местах лишения свободы. Об этом говорится в статье 210 Кодекса исполнения уголовных наказаний.
за исключением некоторых случаев, например, обслуживания материальных и денежных ценностей, работы с детьми, работы в правоохранительных органах. В таком случае, да, работодатель может отказать человеку как бы трудоустроиться в то или иное учреждение. То, о чем говорила Зарина, да, в рамках вот этого нашего проекта у нас был такой компонент, наши юристы, социальные работники встречались с работодателями, в основном это коммерческие организации, просили встретиться и как бы рассказывали о тех правах, которые имеют бывшие заключенные, что они как бы не имеют права отказывать им в трудоустройстве. Вот такая работа также проводилась. Теперь, что касается самозанятости, есть где-то с 2018 года наша организация при поддержке другой нашей партнерской организации, донорской организации «Фонд содействия», мы сейчас продвигаем концепцию о социальном предпринимательстве Республики Таджикистан. У нас, получается, по факту есть уже в стране социальное предпринимательство, но на законодательном уровне нет вот этого понятия, что такое социальное предпринимательство. И вот где-то с 2018 года мы в этом направлении работаем, и сейчас вот эта концепция находится в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Это что касается та работа, которая делается на системном уровне. Что касается на уровне сервиса, мы в рамках нашего проекта и проекта «Фонд содействия» обучили наших клиентов, бывших заключенных. Для них был проведен тренинг во всех регионах, где находятся наши филиалы, по навыкам социального предпринимательства. То есть их обучали, как писать бизнес-планы, как планировать свой бизнес, как начинать свой бизнес. После чего среди них был объявлен закрытый конкурс, они нам подавали свои заявки, проектные предложения, естественно, помогали в этом наши юристы, наши социальные работники. Была создана комиссия, и вот по результатам тех заявок мы получили около 30 заявок, то есть был большой интерес у этих людей, и как бы были выбраны 8 таких заявок, после чего мы им закупили оборудование по их запросу, и это оборудование было как бы направлено по тем регионам. Ну вот, например, у нас в Хароге один бывший заключенный открыл шиномонтажный цех, другой открыл мини-хлебопекарню. В Хатлонской области у нас одна девушка открыла свой салон, мы помогли оборудовать ей этот салон красоты. В Ахшском районе у нас есть один такой, скажем, клиент, такая достаточно успешная история. Он несколько лет тому назад обращался в нашу приемную для того, чтобы наш юрист помог ему получить земельный участок, пай земли, 2,5 гектара. Вернули ему назад, были судебные процессы. В итоге он получил эту землю обратно. В прошлом году он посеял хлопок, и он получил урожай, удался, как говорится, на славу, около 3 или больше 3 тонн хлопка. Продал хлопок, и выручка получилась около 60 тысяч самани. Ну, для его семьи это достаточно такая серьезная сумма. И вот буквально в апреле мы ездили, навещали госпожа посол Европейского Союза, с нами ездила ее команда. Зарина была, представитель DVV International. Мы как раз-таки посещали, как бы навещали наших бенефициаров. Кстати, это была инициатива госпожи посла. И вот он рассказывал о том, как, например, вот этот проект, как наши юристы, социальные работники помогли вернуть ему эту землю. И сейчас как бы вся семья как бы задействована, они работают, они зарабатывают. Вот буквально несколько дней тому назад я опять-таки ездила уже с представителями фонда содействия. Сейчас он уже посеял пшеницу, он тоже ожидает, что у него уже хороший урожай, и он как бы, продав пшеницу, он получит доход, и это как бы тоже пойдет на нужду его семьи. То есть вот такие успешные истории. У нас и в Хаджанте 3 вот такие успешные истории есть. И, скажем, в Хатлоне, и в Хароге. Это и есть социальное предпринимательство. То есть все лица, которые 8, да, сколько получили, они все продолжают работать, и все хорошо сложилось. Они продолжают работать, мы мониторим, мы их навещаем. Мои сотрудники на местах периодически с ними встречаются, навещают. Я сама в прошлом году ездила и смотрела, и, честно говоря,
получила очень такое, скажем, моральное такое удовлетворение, потому что люди реально получили, да, техническую помощь, люди реально работают, люди реально зарабатывают, люди реально обеспечивают свои семьи. Вот это и есть социальное предпринимательство. А также среди них есть некоторые вот наши клиенты, это вот 2 женщины в Бухтаре и в Сагдийской области. Они, помимо того, что сами зарабатывают на жизнь, они еще как бы этому мастерству обучают женщин из числа бывших заключенных. То есть также им дают возможность обучиться вот этому мастерству. Но в целом вот эти примеры могут показать, что и плюс еще другие примеры, когда после встреч с работодателями некоторые бывшие заключенные нашли работу. Например, есть человек, который выступал на конференции и говорил, что он на заправке работает на одной из наших встреч. То есть после встреч с работодателями, после вот таких помощи, да, каких-то обучающих тренингов, люди находят, работают. После получения этих профессиональных навыков в Центре обучения взрослых, они сейчас, если поискать, конечно, можно найти целый пласт, который прошел через наши организации и, получив эти услуги, нашли работу и продолжают работать. Даже вот управление уголовного наказания, их руководители отмечают, что после того, как такой проект начал работать, возвращаемость в тюрьмы стала меньше. Проценты они, конечно, не называют, но это реально людей ресоциализирует. Это реально людям дает в руки какой-то навык, чтобы человек не возвращался уже в тюрьму, потому что, естественно, самое главное, что для человека это свобода, и достойный уровень жизни, да, и люди стараются это получить. Вы говорили, 2 года проект, предыдущие были, но есть окна между проектами. Вы на этот период закрываете свои общественные приемные? К нашему счастью, нет, не закрываем, потому что вот DVV International нам дают такую возможность, они как бы продолжают, независимо от того, что есть проект Евросоюза или нет, они как бы нас какой-то определенный период продолжают поддерживать наши приемные, и наши приемные продолжают работать, потому что если мы сейчас закроемся, то эти люди останутся, скажем, без такой практической помощи, и наши социальные работники, наши юристы очень сильно переживали, когда как бы завершался проект, который мы реализовали в рамках Европейского Союза, и они говорили о том, куда пойдут эти люди, и государственные органы на местах, да, уже привыкли, что как бы есть вот проект, есть наши приемные, где людям оказывается помощь. Приемные – это один из компонентов проекта. Сам по себе проект очень большой. Он выполняет какие-то задачи на макроуровне, связанные с институционализацией, с устойчивостью проекта. Какие-то задачи, мы условно называем эти уровни макро, мезо и микро. На мезоуровне, когда мы занимаемся повышением потенциала организаций, которые предоставляют такую помощь, это общественная организация или сама система исполнения уголовного наказания, это их структуры, правовые центры, которые находятся при Минюсте, агентство занятости, повышение потенциала, то есть все повышение на мезоуровне. И третий компонент – это микроуровень, такой как социальное предпринимательство, прямые какие-то услуги бенефициарам, которые бывшему заключенному или заключенному он получил эту льготу, услугу. Вот только кусочек на микроуровне мы продолжаем поддерживать, чтобы эти приемные не закрыли. А весь проект, он огромный, и он уже много лет идет. Без помощи этих доноров, конечно, этот проект весь в целости, в компонентах не будет реализовываться. Мы просто не останавливаем. Еще время. Мы не просто не останавливаем эту точечную помощь бенефициарам, которые приходят в приемные. Я хочу еще сказать такую вещь. Очень хорошо, что есть эти проекты, скажем, такая донорская помощь, но мы не должны забывать об устойчивости, потому что мы понимаем, что доноры сегодня есть, завтра их нет, сегодня они нас финансируют, завтра они могут не финансировать, скажем, наши проекты. И мы об этом тоже думали, и та стратегия, которая сейчас принята Министерством юстиции, правительства нашей страны, стратегия о реформировании пенитенциарной системы, это очень важный документ, и к нему уже, как уже Зарина сказала, есть план реализации. Теперь очень важно, чтобы эта стратегия заработала, чтобы она не оставалась на бумаге. А для того, чтобы эта стратегия заработала, нужны средства, и средства немалые, любые реформы требуют каких-то определенных затрат.
Поэтому, если как бы будет помощь со стороны международных финансовых институтов, со стороны донорских организаций, это было бы здорово. И я надеюсь, что вот в рамках вот этой стратегии, потому что эта стратегия также затрагивает ресоциализацию и реабилитацию как заключенных, так и бывших заключенных, надеюсь, что будет создана, скажем, при помощи, опять-таки, международных партнеров, неправительственных организаций, будет создана система, будет создан механизм вот именно по вопросам ресоциализации. То есть ведь ресоциализация, реабилитация начинается уже в закрытых учреждениях, да, то есть там должны работать и психологи, там должны работать социальные работники, которые должны готовить к освобождению этих людей. После того, как человек вышел из мест лишения свободы, тут уже должны приступить к работе другие государственные органы, да, это агентство по занятости населения, да, это ЦОВТы, это Министерство внутренних дел, то есть это целый комплекс мер, которые должны предпринимать для того, чтобы эти люди вернулись в нормальную жизнь, чтобы эти люди не совершали повторных преступлений и не радикализировались, поэтому как бы должна была быть проработана вот эта система по ресоциализации и по реабилитации, по возвращению их как бы в нормальную жизнь. Главное управление уголовного наказания сейчас достаточно открыто и обсуждает эти вопросы, и хочет изменений таких, чтобы реально улучшилась жизнь и в закрытом учреждении, и вне его после освобождения. Они какую-то работу все равно ведут. Конечно. Да, я согласна, что сейчас вот последние годы Министерство юстиции достаточно хорошо работает, скажем, с общественными организациями, не только по этим вопросам, но и по другим вопросам в том числе. ГУИН стал достаточно открытым, и мы с ними достаточно хорошо сейчас сотрудничаем и работаем в различных направлениях, и это очень здорово. Это говорит о том, что эти государственные органы, да, Министерство юстиции, ГУИН, они открыты и они готовы реально к реформам. Нужна только вот, наверное, поддержка как со стороны общественных организаций, так и со стороны донорского сообщества. Спасибо большое. У нас в гостях была директор Бюро по правам человека и соблюдения законности Наргиз Закирова и директор DV International в Таджикистане Зарина Халикова. И я хотела напомнить, что этот подкаст мы пишем при поддержке Евросоюза. Он посвящен 30-летию сотрудничества Таджикистана с ЕС. Подкаст записан при поддержке Европейского Союза. Его содержание является предметом ответственности ЮРТЖ и не отображает точку зрения Европейского Союза. Спасибо.